Посади дерево, подари жизнь. Под таким девизом сегодня у нас прошла акция «Зеленая Башкирия». Все неравнодушные жители Кугарчинского района объединились, чтобы посадить более 1000 саженцев сосны, березы, калины, рябины. А время птицей пронеслось уже. Ты догоняй, не догоняй. А помнишь, я просил тебя своих волос не обрезай. 2 раза в год, весной и осенью, проводятся разные экологические субботники и сажаются деревья на огромных площадях, создаются парки, аллеи. Сегодня трудовые коллективы, организаций и предприятий, жители сельских поселений объединились ради общей цели – озеленения своего района и создания благоприятной атмосферы для будущих поколений. Перед субботником в парке отдыха имени Зайнабиишевой состоялось торжественное открытие. Biz bugün o'zimizning kollektiv bilan Miraq Avul Soveti bilamahi bek aktiv Yashil Bashqirtiston aksiyasida qatnashamiz. Bitabizda bizning kollektiv bek tilab qo'shila yil sayin o'sha aksiyalarga qatnashamiz. Kelajakka o'zimizning bolalarga, yeğenlerga shunday yashil ağaçlık, motorlik qolsin deb tirishib ishlaymiz. Радует то, что наш район ежедневно становится краше благодаря таким прекрасным субботникам. Акция «Зеленая Башкирия» способствует сохранению и улучшению экологической обстановки, созданию зеленых зон в родном крае. Мы принимаем ежегодно участие во всероссийской акции «Зеленая Башкирия». Все учителя образовательных организаций, дошкольные образовательные организации, в том числе и наш отдел образования, методисты, специалисты принимают активное участие. Мы принимаем участие в посадке деревьев, побелке территории, облагораживаем наше родное село. Акция, я думаю, что обязательно нужна. Она поддерживается всей Башкирией, я так думаю. Озеленение, сохранение природы, все это делается для будущего поколения, для наших детей. Я сама курирую предмет биология, экология, и поэтому всегда призываю принимать активное участие. Сейчас вот получается с 15 по 19 апреля прошла неделя экологических знаний во всех школах, образовательных организациях, дошкольных образовательных организациях. Были проведены открытые уроки, классные часы, были выставки организованы. Кроме того, 19 апреля прошел день эколят. Среди дошкольных образовательных организаций дети приняли активное участие. Для них были представлены мультфильмы с участием главных персонажей, елочка, шалун и там другие персонажи. Они рисовали рисунки, то есть это актуализация именно экологических знаний среди подрастающего поколения. Это большой плюс, и мы гордимся тем, что дети наши растут в заботе, воспитываются трудом именно. Сейчас это очень актуально. А в преддверии праздника 1 мая я хочу пожелать всем добра, мира, счастья, всего самого наилучшего.